Повара у нас замечательно. Мы сами с мамами ели несколько раз там. Мне, извините, меня так тошнило из того, что вот я поела. На вкус и цвет товарищей нет, но стандарты в питании должны быть едиными. Это лейтмотив встречи родителей с мэром Казани. В первый раз встречались до Нового года с директорами. Тогда решили ввести родительский контроль в столовых. Школьные столовые посетили более 8 тысяч родителей. Это очень большое число. Мы собрали с них обратную связь. Они заполняли электронные чек-листы, также оставляли свои отзывы в журналах. И что позволило, безусловно, во-первых, снять то напряжение и снять то недовольствие, которое было у родителей по вопросам школьного питания. Если раньше жаловались на остывшую еду, недоваренные макароны и крупно нарубленный в котлетах лук, теперь эти случаи единичны. Сейчас взрослых больше волнует стоимость обедов и льготы. Питание стало значительно лучше, потому что в меню мы видим и фрукты, и овощи, салаты. Это каждый день, и действительно блюда очень вкусные. Впрочем, рыбные котлеты детвора по-прежнему не ест. Выбрасывает до 80% порций, говорит папа двоих учеников 113-й школы, и предлагает заменить их на сырники. Пусть медленно, но верно мы будем приучать детей к рыбной котлете, потому что это возможно. Мы видим это на примере других школ, мы видим это на примере других детей. Родители зачастую вносят конструктивные предложения, говорит Рима Мухамедшина. Так, в 126-й гимназии переставили мебель и расширили проходы между столами, чтобы проезжали тележки с супом. А еще горячие блюда поставили ближе к кассе. Все, чтобы еда на столах у детей была теплой. Статистика вещь упрямая, она говорит о том, что наше решение было правильным, полезным. Я хочу поблагодарить и директоров школ, и родительские комитеты, наших классных руководителей, департамент за то, что за 4 месяца мы достигли определенных качественных улучшений. И если мы будем так вместе двигаться, мы нашу задачу здоровое питание детям обязательно вместе решим. Сегодняшняя совместная встреча родителей, директоров школы, руководства департамента питания была не последней. Подобное общение продолжится, ведь результаты очевидны. За последние 3 месяца число жалоб на школьное питание сократилось почти вдвое. Юлия Гоголева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.